Доброго времени суток всем нашим подписчикам и клиентам компании Fergus. Рада вас приветствовать на новом обзоре мини-трактора Kubota. GL-ка у нас очередная, с кабинкой, естественно, полным приводом, фрезой Kubota RL5G, естественно, трехточным NSM устройством, гидрорегулировками, быстросъемом. Все здесь у нас, как обычно, есть. Дребезжит чуть-чуть крышечка. Смотрим по ножам. Остаток достаточно хороший, но, к сожалению, ножи уже не новые. По шинам, в принципе, то же самое. Остаток вполне себе, но не новые они уже. Соответственно, работать будут на самом деле долговато. Точнее, не придется их менять, наверное, еще прям многие годы. Посмотрим в салоне. Здесь у нас потеплее чуть-чуть. Здесь у нас есть печка, магнитолка, дворники, естественно. По наработке. Сейчас покажу поближе. 653 моточаса. Горит чек того, что у нас фреза висит неровно. Здесь, естественно, по фрезе есть все регулировки, то есть все это дело можно выровнять, либо поставить автоматически, чтобы оно вот так само ставилось в положение, которое задали вы. Раздатка. Здесь у нас U-Shift коробочка куботовская, очень удобная. Ну и, соответственно, есть и автотормоз, и помощник при развороте, и включаемый полный привод, и задняя передача на отбора мощности, как видим, то есть 4 передачи вперед, одна у нас назад здесь. Естественно, на GL у нас с кабиной присутствует реверс, опять же максимально удобная функция. Также присутствует гидроусилитель руля, то есть все это одной рукой можно спокойненько крутить, и никаких проблем возникать не будет. По работе трактора. Пара, я думаю, что видно. Ничего у нас здесь не выходит. Дребезжит крышечка. Здесь отрезать никаких посторонних звуков, никаких звуков не будет осуществляться. По кабине что еще есть? Японский крючочек для одежды. И в целом больше ничего необычного. Естественно, по необходимости мы готовы заснять, да и заснимем сейчас, вероятно всего, обзор с проверкой работоспособности всех функций. То есть включим фрезу, гидравлику всю пошевелим, соответственно прокатимся на тракторе, все передачи повключаем, все это дело покажем. Краткий экскурс: это полностью работающая электроника, то есть у нас здесь и поворотнички, и фары, все это дело горит. Естественно, гидроусилитель уже показал. Передачи без проблем, все это, естественно, переключается, как и обычно. Ну и работу гидравлики, гидрорегулировок, точнее, показал. Фрезу опустить, поднять без проблем. Также можно. Фреза. Ну и раз уж начали проверять, давайте чуть-чуть прокатимся. Дабы понимать, как все это функционирует. Печечка. Надеюсь, что слышно, как она зазвучала. Она вполне себе хорошо работает. К сожалению, на морозе, на таком, как у нас сейчас, в районе 25 градусов, трактор не хочет прогреваться быстро. Но, тем не менее, работает. Поворотнички, фары сейчас отсюда видно не будет. Повторители. То же самое работает и по заду, то есть у нас сзади здесь повороты есть, и они, естественно, функционируют. Так, фреза у нас поднята. И можно включать реверс и спокойненько начинать движение. Естественно, нужно не забывать снимать ручник. Вот, собственно, без проблем трактор едет, естественно. И трудностей в этом у него
одной рукой без проблем крутится руль. Давайте переключим на какую-нибудь другую передачу пониже, например. Также вперед. И как-то аккуратненько, без газа, естественно, ползет. С момента ему хватает. Преимущество куботовской коробки: без сцепления ее можно щелкать прямо на ходу. И, соответственно, она переключается и дальше спокойненько едет. Здесь у нас, я думаю, без нареканий. Раздаточка также легко переключается. И, соответственно, теперь мы очень и очень неторопливо будем ползти. У нас здесь 8-я ступень на U-Shift. Давайте вернем в повышенную. Соответственно, здесь уже коробка побыстрее ползет. Поставим вторую, например, здесь передачу. Сейчас потихонечку сползем у нас до серединки и проверим работу фрезы. Реверс выключаем. Пускаем чуть пониже нашу фрезу. И, соответственно, все передачи по сбору мощности работает. На 4-й передаче я выйду вам и покажу именно скорость вращения и, соответственно, отсутствие посторонних звуков. Передача 2. Прошу заметить, одной рукой аккуратненько все переключается, то есть никаких посторонних звуков, никаких других нареканий. Хотя не видно у нас там. И 4-я, самая большая и быстрая передача. Пойдемте посмотрим, как работают наши ножи. Карданчик. Все здесь без посторонних звуков. Цепь. Также фреза. Ну, идеально тихо. То есть вообще никакого намека. Боковой редуктор здесь у нас. И центральный также. Абсолютно без лишних звуков. Выключаем, и нужно проверить еще заднюю. Собственно, фреза начала вращаться в обратную сторону против часовой стрелки. Такой торковец у нас есть, потихонечку прогревается, поэтому печка, кстати, греет. Стала здесь у нас кабинка потеплее, несмотря на то, что трактор особо не прогрелся. Радио ловит и работает, динамики здесь же. Ну, пока выключим. Естественно, нам музыка пока не нужна. Вот, собственно, такая кубота. Даже несмотря на крепкие российские морозы, продолжает работать и радовать своего владельца не только тракторными функциями, а также функциями просто для комфорта. И тепло у нас здесь, и музыка играет. В принципе, никаких вопросов нет. Поэтому приезжайте в компанию Progress Auto. Будем рады вас видеть. Всего доброго.